Изменения в 8-й Гамурзиевской школе уже видны невооруженным глазом. Строители поменяли окна, демонтировали напольное покрытие. Прежними в здании остались только несущие стены. Рабочие утеплили фасад. Сейчас его обшивают металлическим сайдингом. Мы демонтировали старую проводку, и будет полная замена отопительной системы, в которую будут входить вот эти батареи, трубы, все, что положено. Они будут отвечать современным стандартам, нормам. Также мы проводим фасадные работы, они у нас уже процентов на 50 и более завершены. Ремонт начали в марте, однако на образовательный процесс это никак не повлияло. Детей временно перевели в 14-ю школу. На объекте сейчас трудится около 30 рабочих. В основном это узкие специалисты, маляры и электрики. Сейчас в данный момент у нас штукатурка уже где-то процентов на 40-45 уже завершена, на 50% можно сказать. В эти дни она будет уже завершена. Проводка у нас электрическая уже проведена полностью, новая проводка. Стены выравниваются, они уже приняли совсем другую форму. Также в данный момент уже почти завершается установка отопительной системы. За почти полвека существования школы капремонт здесь проводился лишь раз, в 2011 году. За время эксплуатации в негодность пришли все коммуникации. Зимой в здании было холодно, летом жарко. Подводила регулярно и проводка. У нас были серьезные проблемы с вентиляцией, серьезные проблемы с электропроводкой. Были проблемы и с отоплением. У нас бывали проблемы и с электричеством, потому что в вечернее время очень часто бывало такое, что тусклый свет или где-то там замыкание какое-то. Поэтому мы очень рады и благодарим и от лица коллектива, и от лица родительского сообщества. Хотим поблагодарить наше руководство, которое включило нас в программу капремонта. В рамках капремонта обновится не только облик школы, но и ее внутреннее обустройство. Учиться ребята будут в современных комфортных условиях, с новой техникой, партами и досками. А затем, чтобы все работы проходили согласно графику и смете, следит технический надзор. Конечно, без нарушений не будет, но они по ходу дела исправляются. Все применяемые строительные материалы соответствуют, сертификаты на них присутствуют. Все виды работ ведутся согласно ПСД, и сроки также ведутся согласно графику производства работ. Больше, чем просто капитальный ремонт. Задача программы модернизации школьных систем образования, разработанной правительством и «Единой Россией», гораздо шире – подарить учебным заведениям новые образовательные пространства. В 2022 году в нашей республике было отремонтировано 13 общеобразовательных учреждений. В этом году будет отремонтировано 16 общеобразовательных учреждений. Будут сданы до 1 сентября данного года. В 2024 у нас планируется проведение капитального ремонта в 10 общеобразовательных учреждений, а в 2025 у нас планируется проведение ремонта в 3 общеобразовательных учреждениях. По плану сдать объект подрядчик должен до 1 сентября, однако здесь рассчитывают завершить все работы уже в начале августа. При этом заверяют, качество не пострадает. Тамара Хашагульгова, Исмаил Коригов, Новости 24.